Сенатом Республики Казахстан одобрен законопроект банкротства физических лиц. Законопроект предусматривает 3 вида процедуры. Это внесудебное банкротство, судебное банкротство и урегулирование неплатежеспособности. Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, микрокредитными организациями и коллекторами. Внесудебное банкротство граждане смогут применить при следующих условиях, где задолженность не превышает 1600 месячных расчетных показателей, где последующие 12 месяцев не было погашения по долгам, отсутствует зарегистрированное имущество за должником, а также проведено урегулирование по погашению займа. Кроме того, процедура банкротства предусмотрен особые условия для получателя АСП 6 месяцев, в течение 6 месяцев, и по должникам, где задолженность длится более 5 лет. Вторая процедура по долгам – это по долгам свыше 5,5 миллионов тенге или 1600 месячных расчетных показателей, и по остальным видам долгов граждане смогут применить через судебное банкротство. Целью судебного банкротства является погашение задолженности за счет имущественной массы должника. На сегодняшний день народ беспокоит в отношении единственного жилья. Единственное жилье применяется входит в имущественную массу в случае, если он является залогом. Если единственное жилье не является предметом залога, то оно не подлежит к взысканию и реализации в счет погашения задолженности. Третья процедура восстановления платежеспособности предусматривает возможность погашения задолженности согласно установленного графика в течение 5 лет, до 5 лет. Данная процедура позволяет людям погасить свою задолженность перед своими кредиторами в течение 5 лет без начисления пени и штрафов, а также без применения мер принудительного взыскания данной задолженности. Последствия по применению процедуры банкротства. Первое. Запрет на получение займов и кредитов в течение 5 лет. Повторное банкротство возможно по истечению 7 лет. Также будет проводиться мониторинг финансового состояния банкротства в течение 3 лет. Стоит отметить долги по алиментам, по причинению вреда жизни и здоровью, по возмещению. Также в рамках уголовного дела наложенные штрафы не подлежит списанию в процедуре банкротства. Заявление о применении процедуры банкротства можно будет подавать с марта 2023 года в центрах обслуживания населения, а также в органах государственных доходов. Более подробную информацию вы можете получить на официальных источниках органов государственных доходов.